За 23 года возвращения крымских татар в Крым, попытки расколоть и крымско-татарский народ, и мусульманскую умму делались неоднократно. И мы знаем, что все они не увенчались успехом. И сегодня делается такая активная попытка из Украины и делается крымскими татарами, теми, которые бросили свой народ в трудный для народа, для Крыма период. И я считаю, никак иначе, как предательством это назвать нельзя. А то, что они делают сегодня, то это на крымско-татарском языке, на арабском языке называется душманлых. Это только враги могут желать своему народу раскола, кровопролития. И поэтому мои оценки самые жесткие, и никакого оправдания действиям этих отщепенцев, конечно же, нет. То, как сегодня реагируют мусульмане на попытки создания неких структур, ответ дан четкий. Крымский муфтият, а именно Духовное управление мусульман Крыма, является прямым правопреемником таврического муфтията, того, который был в Крыму, еще в российской губернии до 2017 года. Он включал в себя половину территории Украины, Литвы, Белоруссии, Польши. И сегодня четкое заявление о том, что Духовное управление мусульман Крыма и муфтий мусульман Крыма являются правопреемниками таврического муфтията, дает однозначный ответ на то, что других муфтиятов на этих территориях быть не может. И здесь общая уверенность сегодня всего духовенства, которое представлено не только в Крыму, но и за его пределами.